Таджики любым способом бегут из страны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему трудовые мигранты стали уезжать семьями. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В этом году трудовые мигранты отправили из России в страны бывшего Союза больше денег, чем в прошлом году. Некоторые эксперты прогнозируют, что в будущем таджикские мигранты будут отправлять меньше денег на родину, поскольку они переезжают в Россию с женами и детьми. Трое сыновей жительницы Душанбе Азамат Якубовой – трудовые мигранты. В марте прошлого года, за 2 дня до отъезда сыновей, дороги в Россию закрыли из-за пандемии коронавируса. Они были вынуждены остаться в Таджикистане, но не смогли найти подходящую работу на родине. Нам было очень тяжело, пришлось продавать домашнюю утварь и вещи, чтобы купить продукты. Задолжали нескольким знакомым. Были времена, когда болели внуки, и у нас не было денег на лекарства. Аптекари шли нам навстречу и давали нужные медикаменты в долг, вспоминает женщина. В этом году все изменилось. Трое сыновей Азамат уехали в Россию, и теперь каждый месяц отправляют домой деньги. Семья смогла расплатиться с долгами, и жизнь понемногу наладилась. Жизнь тысяч семей в Таджикистане, как и семьи Азамат Якуповой, зависит от денежных переводов мигрантов. Центральный банк России заявляет, что объем денежных переводов в бывшие советские республики за первые 4 месяца этого года составил на $300 миллионов больше, чем в прошлом году. Статистика денежных переводов за 6 месяцев пока недоступна. Национальный банк Таджикистана уже несколько лет воздерживается от огласки информации о денежных переводах мигрантов. Однако несколько банковских служащих в Таджикистане на условиях анонимности сообщили, что в этом году объем денежных переводов из России в страну увеличился. Сильнее всего пострадала сфера услуг. То есть это те же рестораны, не знаю, те же там парикмахерские, да, вот это все, клининг, соответственно, гостиничный весь бизнес, вот это все очень сильно, были большие проблемы. Но сейчас потихоньку восстанавливается. По данным Центрального банка в России, в прошлом году мигранты отправили Таджикистану 1 миллиард 741 миллион долларов, что на 759 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем году. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, чем она обусловлена? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам экспертов, увеличение денежных переводов не является неожиданным после кризиса в период пандемии коронавируса. По словам Рахмона Ульмасова, эксперта по вопросам миграции, после пандемии конкуренция за рабочую силу на российском рынке труда усилилась. Работодатели были в поисках мигрантов, они были вынуждены поднять зарплату мигрантам на 20-40%. Эксперт прогнозирует благоприятную ситуацию для мигрантов. Несмотря на восстановление, многие мигрантоемкие отрасли сегодня испытывают острый дефицит кадров. Только официальный сайт Федерации мигрантов переполнен объявлениями о трудоустройстве с бесплатным проживанием в общежитии и доплатой за патент. 99% объявлений с пометкой «требуются срочно». Но считает, что в ближайшие годы объем денежных переводов, вероятно, сократится. Причина, по словам Рахмона Ульмасова, в том, что в последние годы увеличилась семейная миграция из Таджикистана в Россию. Когда они едут в Россию со своими семьями, то тратят там большую часть денег, которые зарабатывают. Они отправляют в Таджикистан лишь небольшую сумму денег для своих родителей, добавил он. По данным МВД России, за последние 5 лет свыше 204 тысяч таджикистанцев получили российское гражданство. Между двумя странами существует система двойного гражданства. Россия является основной принимающей страной для миллиона таджикских трудовых мигрантов, но для некоторых жителей Таджикистана Россия остается несбыточной мечтой, поскольку цены на билеты очень дорогие. Пирахмат Назирмадов, житель Васейского района, приехал на столичный Мардикор-базар в поисках заработка. По его словам, у него 3 детей, но найти работу в своем районе очень тяжело. На вопрос, почему он не поехал на заработки в Россию, Пирахмат ответил, что хотел бы поехать, но у него нет денег на билеты. Тех денег, что я нахожу здесь, хватает только на еду, никак не могу накопить на билет в Россию. В Москве, конечно, можно заработать, еще и откладывать. Здесь работаешь, платить 100 самани в день. На них невозможно даже купить 5-литровую бутылку растительного масла, говорит собеседник. Ежегодно около миллиона таджиков, не имеющие постоянной работы в стране, пытаются уехать на заработки в Россию. По их словам, отсутствие подходящей работы в стране вынуждает их любыми способами ехать в Россию, чтобы работать и отправлять деньги своим семьям. На сайте 5-6 тысяч вакансий незакрытых висит. Это вот завтра можно устроить 1000 людей без проблем. Тем временем президент страны в своем выступлении по случаю Дня молодежи в мае сказал, что в прошлом году власти создали 193 тысячи новых рабочих мест. Но от этого миграция не сократилась. Как вы думаете, почему? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.